Это актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. 17 ноября – день отказа от курения. Всем известна поговорка, что капля никотина убивает лошадь. Так это или нет, доподлинно учеными не доказано. Однако судебные медики приводят другие веские доказательства вреда курения. Смертельная доза никотина для человека составляет 50-100 мг. Так стоит ли курить и как избавиться от вредной привычки? Какие новые методики появились в арсенале у медиков? Спросим у Светланы Шемякиной, психиатра-нарколога, психотерапевта, доцентра кафедры внутренних болезней СВФУ. Светлана Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Но вначале хочется, конечно, начать с цифр, со статистики. В последнее время якутяне стали курить меньше или больше? О чем гласит? Как таковой статистики по Республике Саха, к сожалению, сказать не могу, но в среднем по России, если сравнивать 2020-2021 год, то статистика говорит, что ровно в половину идет снижение к употреблению табачной продукции. В целом, наверное, я думаю, что в Республике Саха-Якутия тоже идет снижение, тенденция к снижению. Единственное, что тревожит наркологов, то что снижение сюда входит как раз переход на другие заменители, такие как вейп, электронные сигареты и так далее. Ну и положительный момент в снижении статистики – это то, что молодежь увлекаться начала здоровым образом жизни. Наркологи ведут профилактические работы, профилактические беседы в больших объемах. Я думаю, все равно молодежь прислушивается. И люди, которые хотят бросить курить, к этому, думаю, тоже стремятся. Но к вейпам и к аналогам мы еще вернемся. Следующий вопрос – это о том, что некоторые люди, когда речь заходит об отказе от курения, приводят примеры курящих долгожителей или говорят о том, что якобы негативных последствий резкого отказа от курения гораздо больше. Вы как врач, что бы на это ответили? Я что скажу? Значит, если люди курят до 5 лет, то есть стаж употребления до 5 лет, то резкий отказ от курения это будет только положительно влиять на организм человека. А вот если стаж уже более 5-10 лет, то, конечно, резкий отказ не должен быть, потому что все равно существуют такие понятия, как физическая зависимость, психологическая зависимость, и они никуда не денутся. И резкий отказ от курения приведет к тому, что человек перейдет либо на какую-то замену не очень хорошую, да, то есть к наркотическим веществам вполне возможно переход у курящих людей. И к другим каким-то способам, кто-то может употреблять алкоголь, чтобы как-то заместить и так далее. Да? Поэтому, конечно, желательно у человека, у которого сформирована уже никотиновая зависимость, обратиться к нам непосредственно к наркологам, либо к психотерапевтам, либо психологам, которые помогут вам выйти с этой зависимости. А самостоятельно можно ли как-то выйти? Самостоятельно, конечно, можно. Я еще раз говорю, что если стаж до 5 лет, 3-5 лет, то человек, в принципе, спокойно может выйти с этого состояния. Если же сформирована никотиновая зависимость, это тоже заболевание, хроническое заболевание, как алкоголизм, как и наркотическая зависимость. От нее очень трудно будет избавиться, психологически трудно, не только. То есть физическая ломка, она может пройти через несколько месяцев, если человек будет бороться, принимать лекарства, которые там можно, да, в следующем вопросе перечислить и так далее. Но избавиться психологически от этого будет очень сложно. Поэтому я и говорю, что нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы непосредственно предоставили помощь, совет и так далее. А сколько времени может понадобиться для того, чтобы избавиться от этой привычки в том и в другом случае? Есть просто утверждение о том, что привычка формируется в течение 21 дня. Я не могу так сказать, потому что это зависит от самого человека. То есть какой стаж курения, даже вес может играть, мужчина или женщина, какие социальные факторы, находится ли он в кругу людей, которые курят, или курит он там самостоятельно один дома. Да? То есть очень много факторов, которые приводят к тому, что как быстро человек избавится от этого. Конечно же, сила воли, мотивация должна быть в первую очередь. А насчет того, что долгожители там очень долго курят, это глупости, потому что рак легких, онкология в Якутии, к сожалению, набирает тоже рост, она имеет свою тенденцию тоже к росту, и употребление табачной продукции к этому ведет. Заболевание сердечно-сосудистой системы, к сожалению, тоже растет при употреблении сигарет. Поэтому долгожителей, прямо употребляющих сигарет, я бы не сказала, что существуют. Это, наверное, какие-то другие факторы. Может, генетические какие-то факторы существуют, что человек долго живет и употребляет там имеет никотиновую зависимость и живет дольше, так скажем.
А что сейчас есть в арсенале современной медицины, действенного для людей, которые хотят отказаться от этой вредной привычки? Ну, знаете, прямо вот не бывает волшебной палочки ни от чего. Ни от алкоголя, ни от наркотической, ни от табачной зависимости. Я еще раз повторяю, самое главное – это психологическая зависимость. Надо избавиться от нее. То есть физически человек может избавиться, применять пластыри, да, там, применять таблетки заменяющие. Там, в принципе, ничего не поменялось как таковое. Имеется никотин заменяемые препараты, такие как вот пластырь перечислила, таблетки и так далее. Да? А вторая – это препараты, которые убирают зависимость, желание употреблять. Но все это нужно делать не самостоятельно все-таки, а после консультации хотя бы нарколога, просто хотя бы после консультации и, в принципе, назначения лечения. А вот психологическая зависимость, она существует очень сильно. И как раз вот здесь, чтобы мотивировать и дальше продолжать, и не срываться, потому что срывы здесь тоже бывают, ремиссия и срывы, они, естественно, существуют при любом заболевании. Вот здесь как раз может помочь психолог, психотерапевт, ну и врач-психиатр, нарколог. Светлана Сергеевна, вы уже затронули тему вейпов, всевозможных альтернатив. И вот сейчас как раз среди молодежи они набирают очень большую популярность. Насколько эта замена уменьшает вред здоровью и есть ли тут свои какие-то подводные камни? Подводные камни есть при любом заболевании, при любом употреблении того, что не должно быть. Что такое вейп? Да? Это нагревательный прибор, который, вот многие говорят, молодежь начинает говорить, там нет никотина, там это все прекрасно, там мы стараемся перейти от никотина к тому, чтобы его не употреблять, но никто не даст гарантии. Во-первых, какой это прибор, где он приобретен, насколько он качественный. То есть очень часто случаи взрывались, когда эти аппараты. Да? Далее, все равно вырабатывается пар. А насколько человек, когда не употребляет никотин, а желание все равно употреблять есть, и он начинает вдыхать этот пар намного больше. Какова вероятность, что у этого человека нет какой-то аллергии, то есть бронхиальной астмы или каких-то других там аллергических заболеваний? Какова вероятность, что человек, вообще любое вдыхание пара, вдыхание никотина там, или без никотина, это все равно нагрузка на легкие, на альвеолы легких. И все равно рано или поздно, когда человек начинает употреблять это количество пара больше, то неизвестно, какие последствия будут. До сих пор не изучено до конца, как работает это устройство, к чему оно приводит. Поэтому вот с молодежью очень трудно насчет этого разговаривать, хотя очень многие прислушиваются, потому что многие выпускают, запах приятно, да, нет запаха от сигарет окружающих, у тебя во рту приятно пахнет, вроде бы казалось. Но я еще раз повторяю, что до конца не изучено это. И то есть каковы последствия будут, никто об этом не знает. Поэтому это не замена тому, что вы бросили табак. Любая замена на другую замену. Если вы решили курить, то вообще я считаю, что надо полностью избавиться. Не на вейпы, не на электронные сигареты не приходить, а полностью поставить. Вот вы же, например, хотите избавиться от алкогольной зависимости. Вы же не начинаете пить легкие спиртные напитки. Это все равно употребление алкоголя, правильно? Так же и здесь. То есть, если человек захотел бросить курить, и он решил уже в этом поставить точку, то никаких других вейпов, электронных сигарет и так далее, там сейчас все, арсенал растет, да, никаких замен не должно быть. Не курите, значит не курите. Вот. Ну, повторяю, что если химически там разбирать, каждый компонент, который входит в состав пара, да, он вроде бы как безвреден. Но когда они объединяются вместе, то вероятность того, что не пострадает организм, равна нулю. Ну, конечно, бросить курить, вот принять такое решение, взять и сделать, это достаточно, наверное, легко в голове, но сложно на деле. Чем же могут замотивироваться люди, которые хотят это сделать, взять и бросить? Понятное дело, что у каждого это может быть своя мотивация, но какая может быть одни топ-5 мотиваций, помимо болезней? Да, очень сложно, конечно. Слово «мотивация» такое красивое слово, да, многообещающее слово, но, к сожалению, не каждый человек может быть мотивирован. Потому что, вы знаете, у каждого своя мотивация. У кого-то, например, родился маленький ребенок, да. Конечно же, в первую очередь женщина старается бросить, потому что она мама, она постоянно находится со своим ребенком, и она от пассивного курения, мы об этом знаем прекрасно, что такое пассивное курение, к чему оно приводит, мы тоже прекрасно знаем.
К сожалению, папы немножко по-другому к этому. То есть я уйду на балкон, я уйду там в другое место, покурю, да, а то, что впитывается в одежду, в волосы, в кожу, они этого не понимают. И в любом случае ребенку это передается, отсюда все аллергические реакции. Мотивация у каждого своя, еще раз повторяю. И очень часто люди, которые мотивированы даже и которые прошли лечение, бывают очень часто срывы. Потому что физическая зависимость, она уходит, а психологической бороться нужно несколько лет. То есть человек, который употреблял очень долго никотин, конечно, он за раз этого не сделает. То есть за раз это вот все, я не буду курить, это очень мало людей. Вот. Мотивирование должно быть, ну, во-первых, конечно, надо стараться избегать людей, которые в кругу курят. Да? Вот я очень рада, что в одном случае сделали закон, где нельзя курить, потому что и на работе люди выходят, курят, и возле магазинов, и возле общественного транспорта, на автобусных остановках. Но невозможно же стоять. Человек, который не курит, а вокруг тебя дымят, это тоже очень сложно. А человек, который отказался и получает такой аромат от сигарет, конечно же, он сорвется. Поэтому надо избегать максимально места, где это... Даже если вейп курят, то старательно избегать эти места. Это первое. Второе, конечно, стараться вести здоровый образ жизни. Прекрасно, мы все прекрасно знаем, что у курильщиков очень сильный кашель. И он усиливается, этот кашель, потому что легкие забиваются. Это тоже должна быть очень сильная мотивация, потому что и так мы живем в условиях севера, где, к сожалению, туберкулез есть, онкология легочной системы есть. Это должно уже мотивировать к тому, что легкие должны быть здоровы. Ну и сам человек должен понимать, что это не только вредная привычка, это своего рода, это не своего рода, это наркотик. Никотин – это тот же самый наркотик, только длительного действия. То есть мы сами как бы заставляем себя употреблять наркотическое вещество, бомбу замедленного действия. Вот. Я считаю, что это очень хорошая мотивация. Но неужели… А потом по деньгам… Согласитесь, сколько стоят сигареты, да. А замена на более дешевые, это еще больше. Мы же не знаем состав сигарет, которые стоят очень дешево. То есть, конечно, там замена табака идет на более другие какие-то суррогаты, а суррогаты приводят к тому, что человек рушит свой организм. Поэтому это тоже должна быть большая мотивация. Сохранение денег, например, тратить их на отпуск, на ребенка, на любимого мужчину, женщину и так далее. Это уже очень хорошая мотивация. Но уверены, что вы замотивировали наших телезрителей, тем более сегодня прекрасная возможность бросить эту вредную привычку в такой день. Светлана Сергеевна, спасибо вам большое, что пришли, ответили на все наши вопросы. Это была полезная беседа. Благодарю вас. Спасибо. Но я напомню, что сегодня в рамках актуального интервью мы разговаривали со Светланой Шемякиной, психиатром-наркологом, психотерапевтом, доцентом кафедры внутренних болезней СФУ. Всего доброго и будьте здоровы!